отдавать там свои полномочия и говорить, вот ладно, вы слой элиты там. Только надо было физическим насилием. То есть вот я считаю, что цивилизация начала развиваться с появлением государств насилия. Ну, эта теория не нова, это есть такие, значит, ученые, там, австрийские, польские, там, сейчас я сразу не вспомню, вот эта теория происхождения, 9 теорий, и вот государство насилия, там есть это 2 человека, один говорил, что это вот внутри как-то там кто-то захватил власть, там какая-то группа, и развилась. Ну, как удержать внутри племени власть? Невозможно было сделать. Каутский, да, Каутский и еще там, ну, я потом это, у меня в статьях это указано. И второе, значит, второй был, это один из них, это вот в теории развития цивилизации, создания государств через насилие, это что изнутри племени какая-то группа захватила, а второй говорит, пришло племя какое-то и захватило власть, и стали они там типа царями это. Но тогда получается, то племя было организовано в государство. Моя гипотеза строится на другом. То есть пришли какие-то люди, вождь племени брал каких-то чужих людей и, значит, нарушал этот закон развития племени, когда молодые подрастали сильно и могли его сместить. Он откуда-то пришлых молодых людей брал, и они физически делали революцию, и удерживал он власть. Теперь, кто это молодые люди? Откуда это пришло? Тем более, вот сейчас историю, когда вот многие исторические вот процессы рассматривают, вот эти, которые происходили, где государства возникали, это Китай, там, опять повторюсь, Индия, Средняя Азия, Ближний Восток, там Египет, там Восточная Европа, Западная Европа, постоянно шли войны. Что такое война тех времен? Это было оружие ближнего боя. Палки какие-то, полосы, там, металлические там, камни. Это были орудия ближнего боя, и борьба шла такого, вот, как типа рукопашной. И победитель и побежденный во время нее наносил удары. А в то время развитие медицины такое было, что люди, получив эти ранения, они умирали. То есть, получается, история – это история войн, а все эти войны – это люди получали ранения каждый раз, это самое, и умирали. А где же столько воинов набрать? Вот это у Немилова, там есть, что семья, если нет мужчины, она погибает. И где столько мужчин, если они будут воевать, то это государство, во-первых, все мужчины умрут, экономически развиваться не будут, потеря мужчины-кормильца, значит, погибала семья. И вот здесь я хотел сказать о роли казахов. Единственный народ, где были излишние мужчины. Вот это многоженное устройство общества, оно, как бы, я говорю, давало возможность, давало возможность развиваться в степи. Но подрастая, вот эти джигиты, если у тебя 5 жен, там, ну, презервативов не было, там рождалось там, как по 5 детей, девочки, мальчики одинаковое количество. И получалось у вас там 25 детей, из них 12 мальчиков. И вот представьте, если эти мальчики, они возьмут, разделят твой аул, ну, твой скот, ты разоришься, то есть у тебя раздробишь свое хозяйство до такой части, что ты не сможешь развиваться. Второе, если многоженное устройство общества, если даже 2 жены, значит, в обществе рождается число мальчиков, девочек одинаковое. Вот с миллиона девочек получится 500 тысяч семей, а мальчиков миллион. То есть при многоженстве сразу что происходит? Дефицит девочек для семьи
и излишек мужчин. Как быть? Как этот вопрос решить? Что? Кастрировать, убить или отселить? И вот казахи, они гуманно вели свое общество. Гуманно, это значит по-человечески. Они, значит, чтобы выжить, они отселяли. Теперь кого отселить из сыновей? Казахи сделали такой обычай. Это называется минорат, право наследования младшего. То есть младший, он слабее, он пусть останется дома, в ауле, ему вот это все хозяйство, а агалар, старшие сыновья, должны были покинуть аул. И это происходило, они там подрастали, я там не знаю, какой возраст, в те времена, ну, какой был, ну, 15 лет или 14-15. И это джигиты, все сильные, но лишние в ауле. И их, ну, говоря, вот как сейчас в армию идет, вот покупатели забирали, и их везли в оседлые народы к тем вождям, которые нужны были для войны, вот эти, ну, для госслужбы, для постройки государств нужны были чиновники, ну, в лице военных. А этот, как его, казах, юноша, джигит, он подходил по всем статьям. То есть, первое, здоровый был, потому что питался белками, ездил на лошади, постоянно на этом, как бы, тренажере, значит, владел лошадью. Это все равно, как летчики, там, ну, такие умелые танкисты, там, мотопехота. Знаете, третий, он был, когда рос он в этой многоженной семье, там была иерархия, он был очень дисциплинированный, слушал отца, бая, да, дисциплинированный, и это, с кровью это ему пришло. То есть, если его какой-то там лидер того какого-то территории, вождь какой-то его привлек, он, ну, в общем, клялся ему в верности и работал у него. И историки видят много, что на рынках Средней Азии, на рынках вот это там, где Черноморье, было очень много юношей из степи, ну, говорят, продавали. Ну, на самом деле это был найм. Вот это вот, будем говорить, гастарбайтеры из степи, агалар, ну, старшие сыновья, они уходили с аула, но в соседнем ауле такая же история. То есть в степи им места не было. Они уходили в этот, как его, туда, к оседлым народам. Их брали на работу, и эти вожди, они организовывали государство, насилие, расширялись. И со всех сторон только вот эти, и у тех были выходцы из степи. Это в Китае, это в Индии, это. И когда там говорят, вот какие-то рабы пришли к власти, тот же Чингисхан, тот же Бабур, тот же Бейбарс, как будто кто-то взял это вот в рабство, поймали, сковали, продали. Нет, он уже подрос, он уже умелый был, а то его берут, там чему-то учат. Нет, они уже все обученные, приходили из степи и принимали участие в цивилизационных процессах. В процессах построения государств насилия, а государство уже было основой цивилизационных процессов. То есть там уже сбор налогов, уже какая-то часть богато живет, и это, на эти деньги начинает содержать вот этих вот там ученых, там поэтов, писателей, ремесленников, там кузнецов, которые что-то делали там. То есть именно в этом моя гипотеза, то есть, значит, степь, скот, быт, устройство семьи и информационная поддержка аксакалы. Теперь, чтобы излишки убрать, агалар уходили вокруг степи, они были, и вот если мы исторически посмотрим, вот, что нам близко, язык чей мы понимаем, вот, допустим, русский язык. Мы знаем, там были Касимовское ханство, возле Литвы было, значит, княжество Мансура, там как бы туда приезжали, и оттуда уже дальше по всем княжествам распределялись. Ну, они там в той же вот, Средней Азии, Ближнем Востоке. Есть такой историк французский, Даассон, ну, он армянского происхождения, он писал, феномен магометанских стран
что там возглавляли выходцы из степи. Потом эти все народы, они пишут, что вот тюрки, ну, там называли тюрками, в Европе называли казахов, выходцев называли татарами, в Китае там называли хасаки, ну, а казахи себя все время называли казак. То есть вот это устройство, оно как бы и подтолкнуло к развитию мировой цивилизации. То есть в степи делали казахи свою историю, но она в нашей осталась в каких-то этих устных преданиях. Но основная история, которая отражена в исторической историографии, именно наши агалар делали ту историю. Я думаю, что это надо знать, этому придавать значение и соответствующую давать надо оценку нашим предкам.